служба «Осетия ТВ». Главные темы выпуска. Новые квартиры сегодня получили работники бюджетной сферы. Ключи новоселам вручил глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров. Новогоднее исполнение желаний. Мальчик из Алагира попросил у президента России такую же собаку, как у него. Путин исполнил желание, и теперь в доме появился породистый пес. Тренировка с кумирами российского футбола. С воспитанниками детско-юношеской спортивной школы «Юность» бывшие игроки Алании провели мастер-класс. Эти и другие темы далее подробно. В преддверии Нового года ключи от квартир получили работники бюджетной сферы. Это учителя, медики, работники культуры. Дома построили в рамках государственной программы нуждающихся в улучшении жилищных условий. Квартиры здесь продавались на льготных условиях – 27 тысяч рублей за квадратный метр. Благодаря республиканскому финансированию люди могли воспользоваться финансовой поддержкой. Это 10% субсидирования от общей стоимости жилья. Квартиры полностью готовы к заселению, облагороженная и дворовая территория. Сегодня долгожданные квартиры получили 57 человек. Программа рассчитана до 2016 года. Уже в марте планируется сдать несколько домов. Мне очень приятно в преддверии Нового года поздравить всех вас, новоселов, особенно еще и потому, что вы в основном та категория, для которых всегда какие-то блага приходят очень долго. Это работники бюджетной сферы, врачи, учителя, работники культуры, многодетные семьи. Спасибо всем тем, кто в этой сфере работает. И сегодня мне будет очень приятно быть свидетелем того, как вы получите свои квартиры. У Ахурбека Цагараева из Алагира сбылась давняя мечта. В преддверии Нового года остинский мальчик написал письмо не Деду Морозу, а президенту России Владимиру Путину. Однажды Ахурбек увидел по телевизору, как руководитель страны дарит собачку девочке. С тех пор он твердо решил, что не отступит от своей мечты. Спустя несколько дней после отправки послания о желании мальчика узнал председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев. Он и привез маленького щенка. Нашли лабрадора-ретривера в Волгограде. Именно оттуда и привезли породистого пса. Щенок имеет богатую родословную. Прозвище по паспорту – чарующая звезда Ирвис. Скоро у него появится собственный дом. Родители обещали Ахурбеку купить для собаки будку. Я давно хотела лабрадора. Это хорошая порода и очень красивая собака. Я очень-очень рад, но не ожидаю так сильно. Но когда мне позвонил уже, я очень обрадовался. Я просил президента подарить мне лабрадор, потому что у него у самого есть лабрадор. Ахурбек уверен, Деда Мороза не существует, зато мальчик верит в президента. И хоть поверить в чудеса не так-то просто, все равно не случаются, особенно в канун Нового года. Ника Доева, Залина Губурова, Осетия ТВ. Перед самым Новым годом в Северной Осетии активно начинается продажа пиротехнических изделий. Этот товар особенно востребован в канун праздника. Сотрудники МЧС совместно с полицейскими провели профилактические рейды по местам продажи салютов и петард. Прибыв на территорию рынка Алан, инспекторы направились в сторону уличных палаток, где отсутствуют нормы правильного хранения пиротехники. В ходе рейдов сотрудниками полиции было изъято продукции более чем 5320 штук на данный момент. При выявлении несанкционированной реализации пиротехнических изделий на рынках сотрудники полиции, а именно сотрудники ОБЭП потребрынка, возбуждают административное дело, предусмотренное статьей 14.2, то есть реализация продукции, продажа которой ограничена или не допускается. МЧС не рекомендует гражданам покупать пиротехнику в лотках. Специалисты отмечают, на сегодняшний день во Владикавказе только 4 магазина, где официально разрешено продавать пиротехнику. Все остальные места сбыта незаконны. Если недобросовестных продавцов поймают за руку, всю продукцию изымут и утилизируют, а на юридическое лицо наложат штраф. Сертификат, лицензия. Вот сертификация на всю продукцию, которая у нас реализуется на данной точке. У нас 3-й класс опасности, более высокого нету, поэтому лицензии не подлежит данная продукция. Вот, на всю продукцию есть сертификация.
Также специалисты рассказали, на что необходимо обращать внимание при покупке фейерверка. Например, на упаковке должна быть инструкция на русском языке. Кроме того, нужно проверять срок годности продукции. Инспекторы подчеркнули, что при использовании всевозможных салютов стоит устанавливать ее на земле и закреплять. Это безопасно. Для применения салюта нам необходимо выбрать площадку в радиусе 20 метров от машин, строений и зрителей. Ровную площадку. При этом салют мы должны закрепить за тяжелый предмет, например, кирпич, с целью предотвращения его опрокидывания. Например, закрепить можно скотчем. Мы его закрепили. То есть, чтобы не было опрокидывания и травмирования зрителей. Нередко фейерверки становятся опасными игрушками. Поэтому сотрудники МЧС призывают граждан внимательно читать инструкцию перед запуском петард и салютов и соблюдать все необходимые меры безопасности, чтобы не омрачить праздник ни себе, ни своим близким. Земфира Лолаева, Яна Гагиева, Михаил Безуглов. Осетия ТВ. Маленькие жители Северной Осетии попали в настоящую сказку. Во Дворце творчества торжественно открылась елка главы республики. С наступающим Новым годом ребят поздравил председатель правительства Сергей Такоев. Сегодня, в эти дни вообще, и вы сами видите, и во всех домах, и на улицах, везде горят елки. Все ждем, встречаем Новый год. Но здесь сегодня самая главная елка Осетии. Елка главы республики дяди Таймураза Мамсурова. Елка главы республики уже давно стала доброй традицией. Гости – воспитанники детских домов, интернатов, дети из малообеспеченных и многодетных семей, самые талантливые и успешные ребята. Каждый из них в этом году отличился в учебе, спорте, искусстве, интеллектуальных состязаниях, творческих конкурсах или общественно полезных делах. А участие в веселом и красочном новогоднем празднике – заслуженная награда за хорошие дела и достижения. Я хотел бы пожелать всем, кто подарил нам этот замечательный концерт, всем с Новым годом. Я поздравляю, желаю счастья, успехов. Я бы хотел, чтобы детских домов не было и дети все жили с родителями. Затем ребята погрузились в красочный спектакль. Затаив дыхание, они следили за действием на сцене. Кроме массы замечательных впечатлений, все ребята, побывавшие на елке у главы Северной Осетии, получили сладкие подарки. Залина Губурова, Тинатин Музашвили, Осетия ТВ. Год назад по дороге из Краснодара во Владикавказ трагически погиб самый талантливый борец-легковес мира Бесик Кудухов. Эта горькая потеря потрясла не только его семью, но и всю республику. Его имя не нуждается в представлении, а при упоминании у каждого перед глазами возникает его искренняя улыбка. Мы потеряли великого борца, мы потеряли человека с огромным сердцем, светлым, жизнерадостным, любвеобильным. И то, что сегодня мы видели фильм, который был посвящен памяти Бесика Кудухова, именно в день смерти, мы сегодня понимаем, что именно ровно год, как его не стало, я вынес для себя то, что жизнь продолжается в его детях, которых он оставил, в его детях, которые сегодня должны пройти с гордо поднятой головой и прожить жизнь так, чтобы папа, уже будучи там, на небесах, мог гордиться за них. Память о Бесике Кудухове живет в сердцах. Ни один человек не отказался от участия в документальном фильме «Улыбка чемпиона». Его авторы Константин Дзываев и Роксолана Тавитова призывают всех помнить о спортсмене. Девушка признается, что при жизни не была знакома с Бесиком, но ее глубоко опечалила весть о гибели именитого спортсмена. Бесика помню, когда он еще боролся по молодежи, и он был уже ярким и заметным мальчиком. Он действительно был атакующим борцом. Это немаловажно в спорте, когда ребенок, когда ты его видишь, он выходит на ковер, он атакует. Да, и вот его было уже заметно, когда он, я его помню, первая схватка, я помню, мы были в Хасавюрте на турнире, он уже боролся, был еще молодым мальчиком, ему было 17 лет, он уже боролся по взрослым.
Его тогда уже все заметили и знали, что этот парень далеко пойдет. С каким азартом он творил чудеса на ковре. За его схватками с сильнейшими соперниками с замиранием сердца следили тысячи людей. Особая выдержка и несгибаемая сила воли. Таким Бесика знали все. Ему не суждено было стать олимпийским чемпионом. 2 попытки, и обе не увенчались успехом. Но главным его достижением стала семья, его дочь Ева и сын Георгий. Он отдавал им каждую свободную минуту и был чудесным отцом. Когда родственники увидели в фильме кадры из семейной хроники, они не смогли сдержать слез. Большое вам спасибо, кто все это сделал. И молодежям желаю удачи, чтобы лучше Бесика, чтобы были. Я не могу говорить. В годовщину смерти Бесика на его могилу пришли не только родственники, но и те, кто брал с него пример, для кого его имя стало синонимом мужества и человечности. Именем Бесика Кудухова назван переулок в Беслане. Его имя внесли в зал славы мировой борьбы, как дань памяти великому спортсмену. Ведь память о нем – самое дорогое, что у нас есть. Яна Гайгиева, Залина Губурова, Заур Цеов, Осетия ТВ. Футболистов юности научили безошибочной игре. Мастер-класс по технике владения мячом для спортсменов провели бывшие игроки футбольного клуба «Алания». Такое мероприятие помогло юным воспитанникам узнать секрет, как стать непобедимыми. Стимулом любого мальчика, занимающегося в спортивной школе в Осетии, является попасть в Аланию. И вот и сегодня ребята, которые играют уже в других командах, и ребята, которые ныне защищают цвета нашей команды, собрались здесь, чтобы показать детям мастер-класс, поговорить с ними, рассказать, каковы были их первые шаги в футболе. Мастер-класс для спортсменов – это 1,5 часа плотной работы. Каждый из футболистов взял по 5-6 учеников и принялся обучать ребят мастерству. Игроки объясняли тонкости, связанные с футболом. Своего рода разбор ошибок, из-за которых фавориты проигрывают. Простые движения для непосвященных, сближение, подсечка. Спортсмены разбирают, как музыканты, симфонию, по нотам. Смотреть без зависти на то, что происходило на поле, было невозможно. Ребята молодцы, все стараются, все бегают, я думаю. И погода, посмотрите, какая, так что перспектива есть очень большая. И ребята стараются играть в пасе, никто вперед не бьет, так что все стараются играть красиво. Агрессия должна быть в игре, мне кажется, только спортивной, так что и без агрессии тоже не играть в футбол, мне кажется. Нам не каждый день удается сыграть с такими футболистами, как Батик, Хадарцев, Соустаказов, Заурбек были, и они приехали к нам и поучились у них много нового. Еще больше желания и стремления появилось играть в футбол и достичь больших высот. Самые занимательные уроки проходили с голкиперами. Профессиональные футболисты работали с юными спортсменами, один из которых демонстрировал завидную сноровку. У него получалось практически безошибочно выполнять те самые легкие упражнения на координацию и ловкость. Сами же учителя не проявили и намека на то, что это всего лишь забава. Они на полном серьезе гоняли мальчишек и сосредоточенно следили за их работой. Естественно, не обошлось без товарищеского матча. Рассказать успели немного, зато впечатление произвели неизгладимое. Все-таки не каждый день на занятия приходят кумиры. Пожалуй, это был один из лучших предновогодних подарков для начинающих звезд футбола. Елена Черенкова, Земфира Лулаева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.